Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова и предлагаю вам цыганский расклад на декабрь на отношения, любовь для львов. Итак, что ждет в отношениях? Какие будут события происходить? И вот в самом центре всех событий у нас выпадает туз пиковый. Эта карта говорит о том, что все события, самые главные, будут происходить вокруг женщины в этом месяце. Будет в основном женщина влиять на все, что в отношениях в декабре. Кроме того, будет у нее работать интуиция очень хорошо. Она может как бы точно знать, наверняка знать заранее, как и что сложится. Поэтому, если мужчина будет прислушиваться к женщине, то реально будут какие-то очень хорошие достижения, да, что-то очень приятное и важное может произойти. Далее, эта карта говорит о том, что можно в этом месяце выйти в отношениях на совершенно новый качественный уровень. В основном это будет зависеть от вашей заботы друг о друге. То есть вот именно в этом вся как бы фишка, вся ваша задача. Вот если будете заботиться друг о друге, значит у вас отношения улучшатся прям очень сильно, прям кардинально. И кроме того, вы сами даже будете себя лучше чувствовать, вы будете даже как-то гордиться собой, что ли, да, то есть вы как будто бы утвердитесь в своем там качестве мужа, жены или вот партнера, да, то есть будет очень комфортно. Что может этому помешать? В эту позицию выпадает шестерка пиковая. И она говорит о том, что помешать может только то, что вы будете действовать так, как привыкли, как делали раньше. То есть долгое время вы так делали и как бы продолжаете в том же духе, все так же стабильно, да, но тогда ничего не изменится. То есть здесь, конечно, нужно приложить усилия в том смысле, что просто поменять взгляд на отношения. Для тех, кто ищет партнера, прекрасная возможность наконец-то из количества перейти в качество. То есть если до этого у вас были встречи с людьми, которые вам совершенно не подходили, да, или отношения расстраивались почему-то, то вот по тузу пиковому эта карта говорит о том, что вы прямо сердцем почувствуете, что перед вами тот человек, который вам нужен. Можно, кстати, проявить инициативу. Можно там в чем-то помочь человеку. В общем, нужно делать шаг, не бояться, да, и тогда, то есть, возможно, вам это будет сложно, может быть, вам это непривычно, но нужно обязательно это сделать, потому что вот в этом месяце прям действительно этот партнер, он прям рядом с вами будет, он вас ждет, но он может быть не такой активной, особенно если дело касается, допустим, женщины, да, если женщина, она очень сильно интуитивная в этом месяце, и она как раз будет видеть партнера, который ей подходит, а он может не замечать, то есть нужно, чтобы женщина проявила инициативу в таком случае. Это для знакомства. Давайте посмотрим, как вы будете себя чувствовать в этом месяце, вот в этих событиях. В эту позицию выпадает десятка бубновая. Эта карта говорит о том, что вы будете понимать, что вам еще не хватает какой-то мудрости, может быть, в отношениях, да, что вам нужно учиться общаться, вам нужно учиться строить отношения, и вот это ощущение, что вы чего-то не знаете, не понимаете, оно будет вас беспокоить. Кроме того, эта карта говорит еще о том, что нужно обдумать какие-то планы на жизнь общие, да, и вот вы как раз вот будете чувствовать, что это вам необходимо, и, может быть, постоянно будете вот прокручивать внутри себя разные варианты, как вам нужно строить отношения, чего бы вы от них хотели и так далее, и так далее. Кроме того, эта карта еще какого-то секрета. Может быть, вы будете что-то недоговаривать. И это, может быть, тоже будет вас как-то напрягать. Либо ваш партнер будет что-то недоговаривать, и вы будете это чувствовать. То есть здесь вот как бы и такое может быть.
Кроме того, эта карта говорит о том, что, может быть, вам сложно общаться с вашим партнером, потому что он может быть замкнутый, или, может быть, просто он сложный по характеру человек, или, может быть, он такой, как бы образованный, а вы чувствуете, что вам не хватает каких-то знаний, и вам нужно тоже поднять свой уровень интеллектуальный, чтобы вам было комфортно вместе, интересно, и чтобы вы чувствовали себя тоже на высоте. Следующая позиция – это как будут развиваться события. И здесь выпадает у нас восьмерка червовая. Она говорит о том, что события будут развиваться, ну, как бы изменчиво, да, то есть то будет все быстро проходить и легко и приятно, то могут быть какие-то как бы задержки, может быть какое-то непонимание. Кроме того, один из партнеров может быть зависеть от другого, то есть время от времени, то есть это тоже не всегда приятно ощущать. Также эта карта говорит о том, что вот вы можете действовать как-то неосознанно. То есть вот просто как будто бы ваша природа, да, вот вперед вас действует. Вы даже не успеваете подумать, осознать, проанализировать, а у вас уже как бы действие совершено, да. То есть вот это может мешать тоже и влиять на развитие событий. Также эта карта говорит о том, что какие-то события из прошлого могут как проявляться в этом месяце. То, что уже вроде бы забыто, да, то, что вроде бы уже ушло, оно вдруг возникнет, и будут как бы перемешаны события, да, вот как бы прошлое с настоящим как будто бы смешается. Также эта карта говорит о том, что может периодически быть очень хорошая прибыль в деньгах. Это тоже важно для отношений. Вы можете, в принципе, как-то чувствовать партнера. Тоже, в принципе, хорошая возможность для того, чтобы налаживать отношения. В общем, в принципе, если вы будете на интуицию полагаться, то будет все хорошо. Давайте посмотрим, что у вас в голове, о чем вы думаете вот на протяжении декабря по поводу ваших отношений. В эту позицию выпадает шестерка червовая. Она говорит о том, что вы думаете, в общем, о своих идеалах, да. Вы, может быть, партнера своего видите человеком каким-то там нереально прекрасным, до которого ему никогда в жизни, в реальной, не дотянуться. То есть это может создавать проблемы. Либо, может быть, вы все время сравниваете его с каким-то человеком, который, вот, как вам кажется, лучше его, и вот больше вам, допустим, нравится. Также эта карта еще говорит о том, что вы, может быть, строите какие-то нереально высокие планы на вот вашу пару, да. Может быть, вы слишком торопитесь, или наоборот, просто ваши, может быть, планы хорошие, но оторваны от действительности, от реальности. Вот лучше всего думать о романтике, да. Пусть чувства будут какие-то такие возвышенные, пусть это будет, в принципе, только улучшать отношения, но лишь бы только вот не было вот этого сравнения, да, лишь бы только не отрываться от действительности, потому что реальный человек, он никогда идеальным не будет. Вот карта говорит о том, что если вы будете думать постоянно о том, что ваш человек, ваш близкий человек не дотягивает до этого идеала, то вы будете все время разочаровываться. Естественно, это будет влиять на отношения, это будет создавать какие-то неприятные ситуации. Поэтому вот карты обращают внимание на это, да, то, что нужно смотреть на человека, на такого, какой он есть. Да, верить в то, что он развивается, что он может там улучшаться, но это все-таки не от нас зависит. Это сам человек может решить либо развиваться, либо не развиваться, либо улучшаться, либо нет. То есть у нас должен быть идеал в отношении себя, но ни в коем случае не в отношении другого человека, чтобы мы не разрушали вот из-за этого отношения. То есть мы будем постоянно сравнивать, и все время будет хотеться, ну, как бы
обесценить, что ли, партнера, да, его действия и так далее. То есть вот карты предупреждают об этом, что не нужно об этом думать. Нужно поменять мысли на более реальные, трезвые. Дальше. Чего я жду от отношений в декабре? Десятка трефовая говорит о том, что жду я заботы, жду я, что человек возьмет на себя обязанности, да, что он будет как бы сильным в отношениях, что он не будет отказываться от своей доли ответственности. То есть человек такой, чтобы был рядом с вами, который в любую там трудную минуту мог поддержать, мог выслушать, чтобы этот человек был благородный, да, то есть вот этого вы ждете. И также эта карта говорит о том, что вы можете и сами поддерживать партнера, то есть вы ждете и от него поддержки, и сами готовы, в принципе, ему оказать ее. То есть, в принципе, у вас тут все хорошо с этой позицией. Далее, как вы сейчас себя ведете, да, какое ваше поведение? Шестерка трефовая говорит о том, что вы можете как-то проблемы создавать, что ли, в отношениях. То есть вы можете либо сами как-то переживать, страдать, да, то есть такое ощущение, что ваши отношения для вас испытание, то есть и вы таким образом себя ведете. Кроме того, эта карта говорит еще о том, что вы, может быть, как-то не уверены в своем партнере и все время пытаетесь удостовериться, что он вас любит, что он там не забыл про вас, да, то есть вы, может быть, вот в этом направлении проявляете какую-то активность, да, и это тоже может проблемы создавать. Далее, как партнер видит вас? Он видит вас как вольта трефового, то есть человека, который может как-то конфликтовать, да, из-за которого там их отношения, допустим, неустойчивы, да, или ненадежные. То есть человек, вот именно эта сторона ваших отношений ему не нравится. Все остальное вот его устраивает. Ему нравится вообще, какой вы человек. Ему нравятся там ваши совместные там цели, планы. То есть ему нравится с вами общаться. Но вот единственное, не нравится вот то, что вы в него не верите, и то, что из-за этого создаете конфликтные ситуации. Далее. Какие у вас страхи и опасения будут по поводу отношений в течение декабря? Семерка бубновая выпадает в эту сферу, и она говорит о том, что вы боитесь как-то, скажем, боитесь того, что не можете просчитать все наперед. Может быть, вы боитесь того, что вы не сможете с этим человеком говорить на одном языке. То есть, вот, допустим, он там интеллектуально развит или еще в какой-то сфере развит, да, а вы, вот, допустим, сейчас этим не обладаете, и вам кажется, что у вас никогда не получится. То есть, вот еще такого типа могут быть опасения. Кроме того, вы почему-то боитесь маленьких проблем. То есть, вы как будто бы их, просто не решаете, и все. То есть получается так, что вам кажется, что там мелочь, и вы можете об этом там не говорить, постараться забыть, а потом эти мелочи, они собираются в одну большую кучу, да, и получается одна большая проблема, которая состоит из нескольких, вернее, из многих маленьких. И вот этого вы тоже боитесь. Давайте посмотрим, какой результат будет у отношений в этом месяце. Выпадает в эту позицию девятка червовая. И она говорит о том, что результат будет какой-то очень неожиданный. То есть результатом месяца будет что-то очень важное или какое-то очень быстрое развитие событий, так как вы не ожидали. Или, может быть, появится какое-то
известие, какая-то новость, может быть, человек какой-то приедет, который вот вмешается вот в вашу пару, да, то есть в ваши отношения. И, может быть, конечно, это будет новость, связанная с вашими отношениями. Но в любом случае это будет какая-то или новая информация, или что-то связанное с какими-то важными бумагами, может, договорами, подписание что-то, чего-то, да, или, может быть, это будут какие-то поездки. Но карта, кстати, это хороша тем, что она говорит о том, что вы за этот месяц все-таки сможете со своим партнером договориться. То есть все-таки вы сможете друг друга понять, и вот эти все ваши страхи, они окажутся беспочвенными, да, то есть вы сможете понять друг друга, и у вас, в принципе, даже очень хорошие возможности для этого. Не надо вам этого бояться, не нужно таиться, нужно говорить, конечно, использовать для этого подходящее время и место, но договориться вы можете, понять друг друга. Давайте посмотрим, чего не хватает вам в отношениях. Сейчас достанем карту из колоды. Не хватает в отношениях. Так, дама бубновая. Эта карта говорит о том, что вам в отношениях не хватает какой-то ответственности. Как будто бы вы стоите на перекрестке и никак не можете выбрать, направо вам или налево. Вот, и вам как раз вот не хватает того, что вы никак не решите, да, то есть вы не торопитесь с решением, а ситуации уже давно требует этого. То есть она какая-то неопределенная из-за того, что вы никак не решитесь на какой-то вот важный шаг, какой-то важный выбор. Может быть, это будет касаться даже и смены деятельности, да, или там смены работы. Или, может быть, это будет касаться в отношениях чего-то, вот то, что вас вот беспокоит, обоих, скорее всего, да, и вы вот как-то не поставите какую-то точку, то есть не наберетесь смелости, не возьмете на себя ответственность, и вот это вот как раз вам мешает. Дальше. Какой совет дают карты на декабрь для отношений? Выпадает семерка пиковая, и совет такой: нужно обязательно договориться. То есть еще одна карта, которая говорит о том, что вам нужно с партнером договориться. И если вы не можете сказать это вот в устной форме, да, при разговоре, вам можно написать своему партнеру все то, о чем вы хотели ему сказать. То есть, потому что письмо это просто. Вы можете, допустим, переписать, вы можете подумать, прежде чем сказать, написать, да. То есть здесь вот есть возможность вам выговориться и таким образом наладить отношения. Кроме того, эта карта вообще каких-то официальных документов. То есть здесь совет, если, допустим, вам что-то нужно оформить, а вы до сих пор не оформили, может быть, это брачный союз, да, может быть, это бракосочетание или еще что-то такое, то есть что-то связанное с документами, если вы еще не сделали, то это нужно сделать, потому что это тоже влияет негативно на вашу пару. Давайте посмотрим, какой антисовет будет на декабрь. Выпадает десятка пиковая. Десятка пиковая говорит о том, что вам не нужно сейчас не нужно менять вам партнера, вам не нужно менять как бы ваших каких-то планов, да, то есть вам не нужно ничего менять кардинально. Хотя вам хочется, скорее всего, потому что это более легкий путь. Может быть, вам хочется там с кем-то другим познакомиться там, или пофлиртовать, или, может быть, вам хочется там отправиться куда-то там в дорогу, в путешествие и так далее, да, то есть чтобы просто не решать какие-то важные вопросы. А вам это сейчас делать не нужно, нужно решить все. И тогда как бы установится такое равновесие, да, и вам не захочется, в принципе, больше ничего менять. Вас и так все будет устраивать, потому что, в принципе-то у вас хорошие перспективы в паре.
Друзья, желаю вам прекрасного декабря. Желаю, чтобы вы были счастливы друг с другом. Желаю обрести любовь тем, кто ее еще не нашел. Всего вам доброго, до новых встреч!